Быть или не быть? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие споры разразились в Таджикистане. Подписывайтесь на наше обновление, точно будете в курсе всего самого интересного. Вторжение России в Украину изменило отношение жителей Таджикистана к проведению шествия Бессмертного полка. Многие таджикистанцы по-прежнему считают, что Бессмертный полк – это дань уважения памяти участников Великой Отечественной войны. Однако есть и те, кто отказывается от участия в шествии, полагая, что в этом году на фоне войны в Украине акция превратится в банальное пропагандистское мероприятие. Ветераны-интернационалисты Таджикистана планируют провести 9 мая шествие Бессмертного полка. Они обратились в мэрию Душанбе с просьбой разрешить проведение акции, однако городские власти не спешат с ответом. Гражданская активистка Мухайо Назимова говорит, что в этом году после вторжения России в Украину не намерена участвовать в шествии Бессмертного полка. В прошлые годы в акции участвовали все члены нашей семьи. Мой дед, участник войны, вернулся на родину только в 1947 году. Он еще 2 года после победы служил в советской армии. Но участвовать в шествии Бессмертного полка в этом году я считаю нецелесообразным, поскольку Россия, правопреемник СССР, совершила то же, что Германия в 1941 году. Вторглась на территорию другого суверенного государства. Фашизмом мы называем, в частности, захват чужих территорий и насилие против мирных жителей. Все это сегодня Россия творит в Украине. В этом году, выйдя 9 мая на улицу с лозунгами или участвуя в шествии Бессмертного полка, при содействии посольства России в Таджикистане мы предаем память предков, говорит собеседница. Шествия Бессмертного полка на 9 мая стали своего рода традицией. В прошлые годы во многих странах, в том числе в Центральной Азии, российские организации и российские дипмиссии активно участвовали в организации мероприятия. Последние 2 года из-за пандемии коронавируса шествие проходило в онлайн-формате. А как вы думаете, должно ли оно проходить? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Сайфулло Сафаров, таджикский политолог и бывший заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана, заявил, что Бессмертный полк защищает историческую память о победе над нацистской Германией. Люди выходят на шествие, чтобы сохранить народную память о том, кто и какую цену заплатил в далекие годы Великой Отечественной войны за то, чтобы сохранить жизнь потомкам, сохранить память о том, как наши отцы и деды освободили Европу от фашизма и разгромили врага в его логове. Однако это никак нельзя назвать победой над немцами, поскольку и среди немцев было очень много антифашистов, говорит политолог. Другой политолог Абдумалик Кадиров считает, что Бессмертный полк – это идея Кремля, и проведением шествия Москва хочет реализовать свои интересы в странах постсоветского пространства. Сама Георгиевская лента – это символ царской России. В Красной и Советской армии ее не носили. Распространение этих лент накануне Дня Победы означает, что Россия уже присвоила себе победу над гитлеровской Германией. С другой стороны, вторжением в Украину Россия сама превратилась в фашистское государство. Поэтому участвовать в шествии Бессмертного полка с георгиевской ленточкой на груди значит носить свою лепту в реализацию интересов России, страны, которая превратилась в агрессора и захватчика, добавил Кадиров. Сайфулло Сафаров считает, что Россия не вторглась в Украину, а проводит в этой стране спецоперацию. Однако Абдумалик Кадиров считает, что это утверждение беспочвенно. Многие государства постсоветского пространства поняли суть спецоперации России в Украину и в знак протеста против захватнической политики Москвы решили запретить шествие Бессмертного полка. Сейчас только Таджикистан не обозначил свое отношение к этой акции. Я, как гражданин этой страны, советую властям отказать организаторам в проведении шествия или принимать решения только после того, как станет известно, изменит ли Кремль свою нынешнюю позицию или нет, добавил он. Мэр Душанбе Рустам Эмомали утвердил план мероприятий мэрии по подготовке к празднованию Дня Победы и Великой Отечественной войны. Сообщается на сайте председателя горадминистрации. Однако в решении 29 апреля не указано, какие именно будут проводиться в столице Таджикистана мероприятия, посвященные Дню Победы. А как вы относитесь ко всей этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Возможно, у вас есть какие-то предложения. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.